Фестиваль наставничества «Синонимы творчества» прошел в Национальной библиотеке Чувашии в минувшие выходные. Жители и гости столицы могли посетить мастер-классы по исполнению чувашских песен, игре в шахматы, робототехнике, рисованию, изготовлению аппликаций, бисероплетению абсолютно бесплатно. Также в рамках фестиваля эксперты Центра управления регионом провели интенсив по ведению госпабликов для библиотекарей. Что это такое и для чего нужно, расскажет Леонид Петров. Что и о чем писать, и какой фото- и видеоконтент выставлять, чтобы число подписчиков в госпаблике росло. Эти вопросы достаточно часто себе задают администраторы официальных сообществ, госучреждений и организаций с декабря прошлого года. С тех самых пор введение госпабликов в соцсетях для министерств, больниц, театров, музеев, библиотек в нашей стране стало обязательным. Спикеры интенсива отмечают, важно писать просто и понятно. Не так, как на сайте, а еще более демократично. По вполне очевидным причинам аудитория нынче искушенная и читает только то, что подано со вкусом. Это первая фишка, которая в соцсетях работает безотказно. Но есть и еще парочка. Второе, это, наверное, то, что фотографии, они должны быть не официальными, это не постановочные кадры с пиджаками, галстуками, с лицами. Это эмоции людей, это яркие кадры происходящего за окном учреждений, всего того, что волнует, интересует людей здесь и сейчас. И третье, это все-таки видео. Люди устают от постоянных новостных постов, от листания картинок. Если вы научитесь снимать короткие видеоролики, то успех будет за вами. За сухой теорией часы практики. На обучающем интенсиве те, кто создает контент в соцсетях, учились грамотно преподносить его подписчикам, чтобы каждый пост и видео отзывались в виде лайков. Национальная библиотека Чувашии в этом деле преуспела. На официальное сообщество госучреждения подписаны почти 7500 человек. Ну, конечно, мы заинтересованы, чтобы Национальная библиотека Чувашской Республики была как можно более открытым учреждением, и чтобы к нам приходили люди и получали именно то, что они хотят. И есть обратная связь. Читатели нас благодарят, говорят, что мы видели там, допустим, ВКонтакте информацию, пришли на ваше мероприятие. Ну, вот и сегодня тоже происходит такой большой фестиваль, в общем, который был разрекламирован именно через соцсети. В числе интереснейших госпабликов библиотек и Центральная библиотека имени Гагарина, что в Новочебоксарске. Скажите, пожалуйста, какой у вас график работы? Подобный креатив в своем сообществе публикует и библиотечная система Батаревского округа. Размещенный несколько дней назад пост набрал уже свыше 1000 просмотров. Самое главное, вот в этих постах мы выставляем то, что происходит в нашей библиотеке. Мероприятия, выставки, встречи, конкурсы. Вот конкурсы онлайн очень хорошо используем. И так у нас количество подписчиков в интернете в госпабликах растет с каждым днем. Интенсив оказался своевременным и полезным. Сошлись во мнении сотрудники библиотек региона. Полученные знания слушателей интенсива уже начали применять на практике. Леонид Петров, Сергей Емельянов, Вести, Чувашия.